поступил в 1965 году после армии. 4 года там прослужил в Уплоте. И вот как раз закрыли вот эту историческую часть библиотеки, тогда та часть не была еще. И только где-то вот через 4 года, по-моему, или 3,5, где-то в апреле, в конце апреля открыли музей, то есть библиотеку наконец-то, потому что мест всегда не хватало. Раньше вот как раз ректорат стоял сейчас недалеко от этого, это Ленина 33, здание современной Академии наук Республики Саха-Якутия. Там как раз сейчас большой зал, как раз это, это для проведения каких-то конференций. И вот там была библиотека, там на 2-м этаже. И, конечно, чтобы занять, надо было где-то вот в начале, в конце, 7-го часа, начало 8-го, надо было занять обязательно место. Поэтому вот брали книги, ставили и шли как раз на занятия. Вот, как говорится, из-за места, потому что, в общем-то, зал-то большой, но тем не менее, тогда уже студентов было достаточно много, где-то в пределах 4-5 тысяч человек. Сейчас около 20 фактически тысяч студентов. Но это весна была. Но я не помню, какую книгу. А потом уже, как говорится, начал как раз заниматься литературными поисками. И библиотека у нас была очень хорошая. Вот это историческая национальная библиотека. Потому что она комплектовалась в 20-х годах, второй половины. Во время работы Якутской комиссии. Это первая большая экспедиция комплексная, которую проводили уже при советской власти. Академия наук, Российская академия наук так называлась тогда. Потом 1923 года начало стало называться Академия наук Союза Советских Социалистических Республик. И комплектация была очень богатая тогда. В Ленинграде тогда опустошившихся особняков было много после гражданской войны. Поэтому библиотеки там оставались. Вот поэтому и за счет этого комплектовалась будущая национальная библиотека наша, родная, так скажем. И вот таким образом, где-то около 2,5 года, пока я не закончил, я практически редко выходил из здания, после обеда, конечно. Где-то до 8-9 занимался здесь, людей было тогда много, студентов и так далее. Поэтому первую книгу не помню. Но я помню то, что сколько библиотека дала мне, освоение как раз богатой историко-этнографической русской литературы, и которая, в конце концов, привела к тому, что сперва защитил кандидатскую, а потом уже докторскую. Докторская это в основном на экспедиционных материалах. А так, в целом, библиотека для меня это родная. В свое время мне даже выдавали особый билет под названием что постоянно может посещать в такой форме. Поэтому наша библиотека, конечно, сыграла очень большую роль в моем становлении. Это неожиданно приходит. Я сперва, когда служил в армии, я как раз во время разгрузки отравился газами, как раз с газов во флот шли. Тогда первые атомные подлодки уже выходили на строй, на рейс, как говорится, поход.
И вот поэтому я пролежал где-то около 3 с лишним месяцев в медсанбате. И вот там подумал, может, медицинскую закончить образование. Приехал, это было летом, июля, где-то вторая половина июля 1965 года. И вдруг неожиданно подумал, может, в историю пойду. Потому что в школе я учился неплохо по литературе, по истории. И подал заявление на историко-филологический факультет Якутского государственного университета. Вот. Ну и на одно место было заявлено 14 вот этих абитуриентов. Но так получилось, что я 2 пятерками, 1 четверкой как раз сдал вот эти экзамены, и меня включили в состав первого курса исторического отделения историко-филологического факультета Якутского госуниверситета. Вот так и постепенно стал заниматься большей частью этнографией. Тогда называлась этнология, этнография. Ну и вот по этому поводу пока еще вроде здравии, как говорится, ну, пытаюсь продолжить. Хочу написать 2-й том вот этого после происхождения. Ну, под общим названием «Социальная и духовная культура, традиционная культура якутов». Но это закончить, нет, не знаю, это сложно. Якутский госуниверситет был создан на базе пединститута в 1957 году. Вот. И когда я поступал, все же в университет был еще молодой, но и там всего где-то 5 или 4 докторов наук было всего лишь. И около 20, 25, 30 кандидатов. Ну, не то, что сейчас. Ну и среди них, что интересно, 1 профессор, потом 2 профессора стали в медицинском факультете. Крылов был такой мастистый ученый, профессор, доктор. И 3 доктора как раз они работали в стенах историко-филологического факультета по линии исторического отделения. Это Романов, как вы сказали, Иван Михайлович, Георгий Прокофьевич Башарин и, конечно же, Сафронов Федор Григорьевич. Но они, в общем-то, моим учителем в основном был сперва Георгий Прокофьевич Башарин, когда я готовил кандидатскую диссертацию. Ну, а потом большое влияние оказали, особенно вот Федор Григорьевич Сафронов, ну и Иван Михайлович Романов, ну и также ну, такой известный археолог, историк, можно сказать, из Новосибирского, это Окладников, Алексей Павлович Окладников, ну, которые повлияли, сильно повлияли становление меня как, ну, скажем, нескромно ученого. Вот особенно вот Георгий Прокофьевич был таким кропотливым человеком. Очень много времени отдавал как раз тому, что из числа студентов какая-то часть должна заниматься наукой. Ну, тогда и кандидатов было мало. Это получается где-то 53 года назад начинает вот это все дело. Поэтому я такой древний мастодон, ископаемый почти. 53-й год работал в университете. Ну и также 12 лет работал вице-президентом президентом Академии наук. Ну, заведовал кафедрой, организовывал. Вот
Такова была моя преподавательская, ну и научная судьба, так, если выразиться. Но этногенез происхождения народа – это самая сложная часть исторической науки, потому что это происхождение становления народа проходило в условиях бесписьменного периода, бесписьменной системы. Поэтому вот как раз источниками становится большая часть археологии, разумеется, этнография, несомненно, но и общий исторический фон. Это в комплексном плане. Потом в антропологическом плане надо также обратить на это внимание. Духовно-социальной культуре, духовно-социальной, материальной культуре, где вот остаются следы, ну, каких-то вот процессов, которые должны были в дальнейшем привести к формированию якутского народа. Ну, не только якутского, в целом. Поэтому поставленной точки тут нет. Но вот, потому что даже становление древнерусского народности тоже под проблемой. И остается много проблем для уточнения. Хотя в целом все равно отрабатывается, вырабатывается какая-то приемлемая концепция в целом в этом плане. Поэтому с этой позиции, конечно, вот начиная уже 90-х годов прошлого столетия, ну, с конца 20-21 века, очень многие стали заниматься как раз вопросами этногенеза народа. Это не только у якутов, но это в нашем народе это очень сильно проявляется. Но из числа агрономов бывших, зоотехников, ну, которые получили высшее образование, работали в свое время, выходили на пенсию, вот начинали интересоваться этой проблемой. Ну, конечно, есть такой, ну, как термин, профессионал и любитель. Вот поэтому есть любители, есть профессионалы. Вот таким образом, конечно, происхождение народа вещь очень сложная. Я, конечно, потратил много времени, около 20 лет руководил археологической экспедицией, археолого-этнографической экспедицией для выявления первых памятников, связанных с приходом основной южной части в дальнейшем якутского населения на Среднюю Лену. Ну и мне удалось открыть новую археологическую культуру. Вот. Что интересно, я даже сейчас интересно, как я пришел к этому. Ну вот, дал название Кулун-Атакская археологическая культура, которая определяет рубежом 13-14 и вплоть до середины 16 столетия. Ну, это, вот поэтому из бумаги, конечно, ну, то, что написано и так далее, оттуда брать и составлять вот свою лепту, ну, скажем, изучение происхождения или этногенеза народа, это достаточно сложно. Просто так кажется. Любой возьмет книгу, поинтересуется, много будет читать и начнет писать. Ну, это, конечно, не возбраняет, а пускай это же интересно для человека, который пытается что-то еще для себя открыть. Вот поэтому вот этот вопрос, по этому вопросу, конечно, точка не поставлена, но тем не менее, как раз я обратил ваше внимание на то, что в любом деле науки, особенно гуманитарных, особенно это проявляется. Это есть люди, которые любители, есть люди профессионалы. С этой позиции, конечно, предшествующие меня ученые много делали, особенно Алексей Павлович Окладников, очень много. Потом Иван Михайлович, Иван Константинов, вот, очень много тоже попытался сделать. Ну и был такой очень интересный исследователь
историк, ну, в каком-то плане археолог, этнограф. Это Иван Зыков. Вот. Они кое-что сделали, не то что кое-что, но подготовленные люди пытались как раз определить, когда определилось ядро будущего якутского народа. Вот с этой позиции. Ну, я к этому вот так подхожу. А так, как любой наконец, это процесс очень сложный, очень длительный. Поэтому по языковой классификации якуты как раз находятся входят в группу, ну, тюркская группа алтайской языковой семьи. И в настоящее время 35 отдельных народов мира, особенно в евразийском континенте, которые пользуются тюркским языком. Распространенный, особенно после славянского, русского, украинского и белорусского. И занимает по количеству населения второе место после славян. Вот, ну, несколько предложений могут только так определить. А кто интересуется, могут читать. Ага, тут есть у меня 2 книги или 3. «Этническая история народов Якутии до 20-го», ну и 2 монографии, посвященные происхождению народа Саха. Вот такой мой ответ.